2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории района вторым этапом был благоустроен парк Победы в селе Шахазаны на сумму 5 миллионов 370 тысяч. Работы выполнены, средства освоены 100%. Также в сельском поселении завершен по первому этапу благоустройства территории сельского дома культуры и футбольного поля по улице Молодежная на сумму 1 миллион 834 тысячи. Работы выполнены, средства освоены. 2021 год в рамках данного нацпроекта запланирована реализация двух проектов на сумму 6 миллионов 757 тысяч. Это благоустройство территории сельского дома культуры и футбольного поля в деревне Суай-Косы. Здесь аукцион уже разыгран, победитель определен. Сумма контракта составила 5 миллионов 66 тысяч. Второй проект – это благоустройство территории на пересечении улиц Московская, Советская и Горького в селе Ухманы на сумму. Здесь у нас два контракта на сумму сэкономленных средств с первого аукциона. Первый контракт – это с подрядчиком транспортник на сумму 768 тысяч. Также второй контракт с этим же подрядчиком на сумму 604 тысячи. В рамках указа главы республики номер 139 в 2020 году на республиканские средства в размере 22 миллиона реализован комплекс мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов. Реализованы три проекта. Это благоустройство тротуаров по улице Ленина и улице Молодежной, деревня Большие Бекшихи на сумму 10 миллионов 618 тысяч. Благоустройство дворовых территорий по улице 40 лет Победы и улице Советская в селе Шахазана на сумму 7 миллионов 150 тысяч. И благоустройство территории на пересечении улицы Молодежной, улицы Шоссейной в деревне Суай-Косы на сумму 6 миллионов 613 тысяч. Все работы выполнены в срок и средства освоены в полном объеме. На 2021 год реализованы в рамках данного указа 5 проектов. Это благоустройство территории деревни Новые Шальцямы, установка детской спортивной площадки, сметная стоимость составляет 2 миллиона 612 тысяч. Деревня Старые Шальцямы, установка детской площадки на сумму 972 тысячи. Благоустройство тротуаров по улице Карла Маркса и улице Спортивная, деревня Новые Шальцямы на сумму 1 миллион 490 тысяч. Устройство тротуара по улице Калина в деревне Малдыкасы на сумму 3 миллиона 297 тысяч. И благоустройство территории на улице Молодежной, деревня Суай-Косы на сумму 4 миллиона 759 тысяч. На 2021 год в рамках реализации данных мероприятий выделены средства республики 13 миллионов 615 тысяч. Местный бюджет составляет 724 тысячи. И внебюджетный источник 144 тысячи. В рамках реализации программы модернизации и развития сферы ЖКХ в 2020 году на сумму 1 миллион 968 тысяч закуплены евроконтейнера в количестве 196 единиц. Также проведен капитальный ремонт 12 источников водоснабжения в населенных пунктах на сумму 4 миллиона 6 тысяч. На 2021 год запланирован ремонт 4 водозаборных скважин на общую сумму 1 миллион 187 тысяч. Это 2 водозаборные скважины в деревне Зани и Андалши и по одной скважине в деревне Новые Шальцямы и Старые Шальцямы. В 2020 году также проведен капитальный ремонт в 4 многоквартирных домах в селе Шахазаны с общим объемом работ 3 миллиона 721 квадратный метр на общую сумму 2 миллиона 292 тысячи. Это по улице 40 лет Побед, дом 9, проведен ремонт системы холодного водоснабжения. По этой же улице дом номер 8, ремонт системы холодного водоснабжения. По 40 лет Побед, дом 12, капитальный ремонт фасада, и Епифанова 8, ремонт системы канализации и водоотведения. В 2021 году запланирован капитальный ремонт в 3 многоквартирных домах с общим объемом работы 2601 квадратных метров. Это в деревне Новые Очкасы, улица Зеленая, 44, ремонт кровли. В селе Шахазаны, улица 40 лет Победы, дом 10, ремонт кровли. Деревня Хуна, Янш-шоссе, дом 3, ремонт кровли. В 2020 году введено жилья в эксплуатацию 9126 квадратных метров, что составляет рост сравнения с аналогичным периодом прошлого года на 112%. В 2020 году на обеспечение жилым помещением многодетных семей предоставлена общая сумма 1 миллион 140 тысяч. На данные средства построен жилой дом в Кучевском сельском поселении.
На 2021 год запланировано обеспечение жильем 3 семей на общую сумму 10 миллионов 237 тысяч в Освинском, Малокипечском, Тавруданском сельских поселениях. Для детей-сирот в 2020 году предоставлена была сумма на сумму 14 миллионов 197 тысяч. 14 сиротам предоставлено жильем. На 2021 год запланировано обеспечение 9 сиротам на общую сумму 9 миллионов 509 тысяч. В ходе реализации программы устойчивого развития сельских территорий в 2020 году 2 семьи получили сертификаты на общую сумму 2 миллиона 436 тысяч. На этот год запланировано выдать 2 сертификата на сумму 1 миллион 655 тысяч. По программе обеспечения жильем молодых семей выдана субсидия 2 семьям на общую сумму 1 миллион 512 тысяч. На этот год запланировано выдать сертификаты 12 семьям на общую сумму 8 миллионов 194 тысячи. В 2020 году капитально отремонтировано 3 спортивных зала на сумму 3 миллиона 901 тысяча. Это Байгильдинская, Большебекшикская и Малокипечская школы. Сданы после капитального ремонта 2 школы, Табрудановская и Шаркасинская, имевшие 50% износа. Работы проведены на общую сумму 38 миллионов 530 тысяч. Также проведен капитальный ремонт в 2 детских садах, Утабысинский и Ухманская, на общую сумму 19 миллионов 157 тысяч. В рамках реализации проекта партии «Единая Россия» местный дом культуры отремонтировано Чагатский сельский дом культуры и модернизирован Среднетатарский сельский дом культуры на общую сумму 2 миллиона 250 тысяч. Также завершены работы по реставрации объекта культурного наследия школа, в которой учился чувашский поэт Михаил Сеспель, на общую сумму контракта 18 миллионов 53 тысячи. Также завершены ремонтные работы в 9 сельских домах культуры на общую сумму 15 миллионов 479 тысяч и 14 библиотечных учреждений на общую сумму 6 миллионов 224 тысячи. Также в 2020 году осуществлен ремонт детской школы искусств в селе Шахазан на общую сумму 7 миллионов 490 тысяч. На 2021 год запланирован ремонт клуба в деревне Сядырга-Сермы и Малобекшихи. В рамках национального проекта «Культура» построен долгожданный сельский дом культуры в деревне Хучель на 100 посадочных мест. Сумма контракта составила 27 миллионов 827 тысяч. В 2020 году построены и введены в эксплуатацию 3 модульных ФАПа в деревнях Асфа, Крымаме и Вурманья-Нишева. На 2021 год запланировано построить и ввести в эксплуатацию 6 ФАПов. В рамках инициативного бюджетирования в 2020 году реализованы 74 проекта на общую сумму 29 миллионов 321 тысяча. Также в 2020 году были реализованы проекты, направленные на благоустройство и развитие территории населенных пунктов. Всего было выделено району сумма 10 миллионов 800 тысяч, это 100 тысяч на каждый населенный пункт. В результате чего были установлены 77 стел, 9 детских площадок, проведены ремонт уличных освещений. Дорожный фонд Канашского района в 2020 году составил 72 миллиона 922 тысячи. Проведен ремонт, текущий ремонт автомобильных дорог Канаш-Большие Бишихи на сумму 3 миллиона 370 тысяч. Аниш, Новый Рюма, Новый Женеры на сумму 4 миллиона 356 тысяч. Канаш, Тюлько, Славаши, Волга, Малокипечи на сумму 3 миллиона 998 тысяч. Аниш, Кармаме, Семеновка на сумму 1 миллион 809 тысяч. На укрепление обочины автомобильной дороги Канаш Большие Бишихи была затрачена сумма 228 тысяч. Также проведен ремонт автомобильной дороги Канаш Тюлько Славаши Волга Черешкасы на сумму 8 миллионов 58 тысяч. Ремонт автомобильной дороги Канаш Тюлько Славаши Волга Малокипечи на сумму 959 тысяч. Установлены остановочные павильоны в деревне Семеновка, на дороге Канаш Шакулова, Аниш-Ахпердина, Шахазан-Калин, Малтугай, Выселки, Чанпары. В 2020 году заменены дорожные знаки в количестве 22 единиц, установлены новые дорожные знаки 63 единицы, заменены барьерные ограждения на дороге Тибейск-Ульяновск-Калиновка, Аниш-Кармаме, Семеновка. Проведен ремонт также дорог местного значения в границе сельских поселений на сумму 11 миллионов 998 тысяч с общей протяженностью 8 километров. На сумму 460 тысяч
которые выделялись в рамках программы безопасности дорожного движения, восстановлено уличное освещение в селе Топурданово и Новой Шальцямы. На 2021 год на содержание автомобильных дорог выделено 19 миллионов 313 тысяч. Пока запланировано проведение ремонта автомобильной дороги Шахазан-Калина, Ямашева, Бурмаген, Шамал-Пятикасы. В рамках мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году реализован проект «Комплексное обустройство площадки по компактную жилищную застройку в выселках Лесной», где проведены строительство объектов газоснабжения комплекса индивидуальных жилых домов по улице Мира, выселок Лесной на сумму 893 тысячи, а также строительство автомобильной дороги по этой же улице на сумму 22 миллиона 329 тысяч. В рамках этой же госпрограммы разработана проектная документация на реализацию проектов строительства газораспределительной сети для газоснабжения по улице Новая, деревня Яшкильдина на сумму 573 тысячи. А также разработана проектная документация на капитальный ремонт существующей сети водоотведения и канализации в селе Шахазан на сумму 1 миллион 811 тысяч. Также разработана проектно-сметная документация на строительство сетей энергоснабжения в деревне Большие Бекшихи на сумму 660 тысяч. В работе находятся 3 проекта на экспертизе по данной же программе. И в завершении своего доклада я бы хотела выразить благодарность за то, что мы прошлый год сдали, так скажем, с положительной стороны, всем тем, кто подключился. И желаю в этом году всем активизироваться и закончить также этот год.